Компенсация за оплату жилищно-коммунальных услуг для льготной категории граждан вырастет с начала июля на 11,5%. Такое решение сегодня принято на заседании правительства Якутии. О других не менее важных вопросах повестки расскажет Александра Хлопкова. Многофункциональные центры Якутии охватывают 83% населения. В этом году правительство ставит задачу охвата 100%. На сегодня услуги единого окна не в полной мере расширены в северных и арктических улусах, также в Мирнинском районе. Помимо расширения перечня, правительство внедряет и комплексные услуги. Например, на сегодня в Якутии разрабатывается проект об услугах, связанных с предпринимательской деятельностью. Но надо отметить, что всего в общем перечне услуг, который рекомендован правительством Российской Федерации к предоставлению через многофункциональные центры, это 93 услуги. На сегодняшний день мы не все услуги предоставляем в рамках МФЦ, но это объясняется тем, что на сегодняшний день предоставляются услуги наиболее комплексные, наиболее востребованные населением. Также по рассмотрению Кабмина изменился перечень строек объектов инвестиционной программы. Отметим, что Илтумен утвердил изменение главного финансового документа, также инвестиционной программы. Мы в большей степени увеличили финансирование социальных объектов. Это обеспечение завершения строительства 13 школ, это финансирование дальнейшее строительство дошкольных образовательных учреждений. Вылов рыбы без заявок. Отныне коренным малочисленным народам в целях обеспечения традиционного образа жизни предоставляется возможность заниматься этим без каких-либо документов. Им не надо предоставлять заявки, не надо ждать приказа на выделение разрешения на вылов рыбопромысловой продукции. Отныне оленеводы смогут подать заявку на предоставление субсидий за коммунальные услуги. Если раньше олени не входили в перечень личного подсобного хозяйства и оленеводы не могли предоставить документы о доходах, то сейчас с принятием этого вопроса проблема решена. У них нет возможности предоставить справки о доходах своих в личном подсобном хозяйстве, потому что постановление правительства в личных подсобных хозяйствах не прописано, что олени входят в личное подсобное хозяйство. Отметим, что сегодня было рассмотрено 18 вопросов. Проект закона республики об особом режиме завоза товаров для обеспечения жизнедеятельности населения отправлен на доработку. Александра Хлопкова, Василий Соловьев, НВК Саха, Якутск.